В 2017 году ингушский туризм плавно переместился с гор на равнину. Но это не значит, что динамика развития этой отрасли спустилась с высокой точки вниз. Как раз-таки наоборот. Этому поспособствовала перестановка акцента на другое направление – сельский туризм. Так создана Ассоциация гостевых сельских домов. Назир Мистоев, один из ее членов, раньше встречал туристов у себя на дому. Но теперь решил расширить пространство, построил отдельный двухэтажный гостевой дом. Большие светлые комнаты, здесь будет просторная столовая, а холл украсят башнями. Кроме того, Назир лично сам выступает гидом. Мы разработали определенные маршруты, где-то 4-5 маршрутов, включительно равнинную часть и горную нашу часть Республики Джиравский район. Чаприги, я думаю, они уже давно знакомы, так как к нам очень много приезжает гостей. Наверное, новинку будет вот это вот, я думаю. В республике сельский туризм зародился еще 3 года назад. Тогда впервые был реализован гастрономический тур «Мархаш Халяль Тур». Он постепенно набирает популярность. Так, в 2017 году 500 туристов принимали у себя в гостях по всему Назрановскому району. За долгими посиделками за столом хозяева успевают рассказывать об этикете, о свадебных церемониях и уважении к старшим. Несмотря на то, что идет такая глобализация, скажем так, да, здесь вот такие островки традиционности, да, и вы этому рады, и это помогает обществу в принципе развиваться, да, то есть не тормозит, а развиваться. Поэтому на самом деле очень приятно. Я не ожидала, что все будет настолько великолепно, если честно. Для меня это шок. Наравне с сельским стремительно развивается и событийный туризм. Большая рыбалка на Назрановском пруду, к примеру, сплотила около 60 рыбаков из разных субъектов страны. К друзьям в гости приехал. Вот сказали, чемпионат там проходит. Решил попробовать порыбачить. Поудить на второй чемпионат Северокавказского федерального округа по спортивному рыболовству приехали даже самые маленькие рыболовы. Я хотел вот такую поймать щуку. Это была щука, я хотел ее поймать. Это была щука. Только она ошкотила нас с папой. Попытаемся еще раз поймать ее. А в День народного единства ингушские хозяюшки напекли сотни лепешек. На первом фестивале «Чаприк-2017» все желающие смогли отведать национальные лепешки с творогом, картошкой и даже с тыквой. Рецепт их вроде бы и прост, но не каждый сделает с первого раза. На литр простокваши надо добавить 25 граммов соды и 50 граммов соли я добавляю. И творог должен быть домашним. Хочу увезти тыквенное варенье, которое нас сейчас кормили. То есть лепешки наподобие хачинов, просто в Кабардино-Балкарии часто бывало. Вот тесто точно такой же, форма такая же. Но внутри тыквенное вот что-то типа джема. Я вот прям у хозяек спросил, точно узнаю рецепт. Это надо возить с собой. Ну, чтобы родные и близкие попробовали, это здорово. 2, 1, поехали! Пока женщины заняты на кухне, мужчина работает в поле. Фестиваль «Праздник сенокоса» определил лучших в этом деле. Кроме того, жители приятно провели время. Ингушская и узбекская кухня, живая национальная музыка, верховая езда и конкурс на звание самого меткого стрелка. По итогам прошлого года наша республика заняла одно из лидирующих мест и вошла в десятку регионов по развитию сельского туризма в целом по стране. Поэтому для поддержания этой динамики и для роста именно этого направления туризма, событийного и сельскохозяйственного туризма, сегодня мы проводим вот такой праздник сенокоса. Туристический потенциал продолжает приковывать внимание российских и иностранных журналистов. Так, участники экспедиции Land Rover «Открывая Россию» открыли для себя и для своих зрителей нашу республику. Невероятная красота и, разумеется, очень большая глубокая история. И журналистам очень интересно глубже узнать, познакомиться, изучить все это.
Поедем, поедим в Ингушетию, сказали себе журналисты телеканала НТВ. Так и поступили. Съемочная группа в качестве первой локации программы о еде в динамично развивающейся и строящейся республике символично выбрали стройплощадку многоквартирного дома в 8-м микрорайоне Магаса. Ведущий Джон Орен на личном примере понял, что класть приправы в блюдо – это не то же самое, что класть кирпич. Я не знаю, какой номер квартиры вот это будет, но она будет стоить дороже, потому что Джон клал кирпич здесь. Джон Орен попробовал блюдо национальной кухни почти всех народов нашей страны. И вот, наконец, его гастрономическую копилку пополнят рецепты ингушских блюд. Его программа была в эфире телеканала НТВ. А кто пропустил, может посмотреть ее в интернете. Самый вкусный, самый тающий во рту, самый с пяточек до головы праздник, салют, фейерверки по всему телу, мурашки в животе. Это вот это халва. В хорошем смысле этого слова докатился до Ингушетии и дом на колесах. Первая остановка ростовских журналистов – Аланские ворота и башня Согласия. Ну все, идем, и конца этой башни не виден. Конец этой башни. Где-то были печки-буржуйки, а в некоторых вагонах их не было. Ростов, Москва, Тайвань. География туристов вышла за пределы страны и ушла довольно-таки далеко. Об Ингушетии узнали и на Тайваньском острове в Тихом океане. Нам у вас очень нравится, все такое необычное и красивое. Конечно же, все самое интересное еще впереди. При въезде мы увидели большие каменные ворота. Тут все по-настоящему классно. Мы совершали тур по республикам Северного Кавказа. А Ингушетия – это основная часть нашего путешествия. Пересекли океан, чтобы изучить Кавказ, и путешественники из Америки. Здесь даже американцев есть чем удивить. Я проделал путь в полмира, чтобы побывать здесь. Мне понравилось здесь люди, они были очень гостеприимные, мне понравилась еда. Он побывал на турнире. Мне понравилась толпа. Бойцы были отличные, это было все замечательно. Они приезжают сюда и видят вот вековые памятники архитектуры. Маленький народ, но с многовековой культурой. Например, американцы, они многие поражаются, они говорят, что, например, какая-нибудь башня в Джайрахе старше, чем их страна. Ростуризм готовит новую программу развития 15 перспективных туристических направлений, 2 из которых связаны с Северным Кавказом. Программа будет специализироваться на оздоровительном и горнолыжном туризме. Кстати, наш регион тоже включен в нее. Кроме того, в октябре 2017 года состоялось совещание главы Ингушетии Нузбека Евкурова и заместителя министра России по делам Северного Кавказа Ольги Рухулаевой. Встреча была посвящена вопросам разработки стратегии развития туризма на территории СКФО до 2035 года. Глава республики заявил, прирост туристов растет с каждым годом, и дальше этому могут поспособствовать развитие 2 направлений. Хотим Джайрахский район, вот эти памятники нашей архитектуры, все-таки внести в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКо. Мы над этим сейчас работаем, будем работать и добиваться будем того, чтобы этот район вошел в целом. Почему? Потому что это огромный труд наших предков, и нам хочется это все, конечно, сохранить. Одним из таких направлений по развитию туризма, в том числе мы работаем над приданием статуса международного аэропорта Магас. То есть со всех направлений мы работаем. Мы уже за последние несколько лет на равнинной части Ингушетии восстановили более сотни различных памятников или памятных мест в том числе. Это тоже такие привлекательные вещи. И я думаю, что маршруты с каждым годом будут меняться
и это будет лучше. Есть много очень общих проблем, начиная от продвижения. Просто никто не знает о том, как можно хорошо и интересно провести время на Кавказе, до того, что ресурсы не только по программе СКФО, но и по другим государственным программам должны как-то сконцентрированы быть и направлены на решение конкретных задач. И вот благодаря концентрации усилий и выявлению еще и самых острых проблем и самых перспективных направлений нам получится правильно создать точки роста туризма на Кавказе. За последние годы приобрели свою стабильную популярность всесезонный горнолыжный курорт Аремхим. Туристические программы «Чайный экспресс», «Экспресс-Кавказ», спортивные события, битва в горах и битва нартов. Таким образом, каждый турист находил здесь для себя что-то близкое. С каким трепетом относится к своей культуре, к своим героям. Даже гид, который нам все это рассказывал все это также со слезами на глазах. Это настолько впечатляет. Я в шоке от того, что вот как можно было здесь, в такой гористой местности, построить такие вот возвышенности, такие башни. Это вообще умопомрачительно просто на самом деле. Подтверждается кавказское доброжелательство и гостеприимство. Весь Инстаграм у меня в цветочках все время. Вот здесь цветы, конечно, интересно. Если ромашки, то вот такие. Этот год начался не менее насыщенно. На ежегодной международной выставке «Интурмаркет-2018» наша республика представила туристический потенциал. Под брендом Ингушетия была презентована продукция, производимая на территории республики. В частности, минеральная вода от Челуки в различном ассортименте, натуральный ингушский горный мед, фрукты, сувенирная продукция, изделия из рыбьей кожи фирмы «Шади». В рамках мероприятия будут продемонстрированы видеофильмы о туризме и культуре Ингушетии в формате 3D. Состоится презентация Дворца спорта имени Берда Евлоева как одного из крупнейших объектов СКФО, где можно проводить крупные массовые мероприятия. Также будет презентация инновационной аппликации, позволяющей виртуально в 3D-формате путешествовать по региону и осматривать более 100 туристических объектов Ингушетии. Следует отметить, что Ингушетия вошла в список 17 регионов, на 100% выполнивших в 2017 году мероприятия в рамках ВЦП развития внутреннего и въездного туризма на 2011-2018 годы. Между тем, по официальной информации, около 63 тысяч российских и иностранных туристов посетили в 2017 году республику. В текущем году в региональном комитете по туризму рассчитывают, что число туристов возрастет до 70 тысяч. Светлана Томова, Залина Магушкова. Новости 24.